Лев Толстой, его литературные образы буквально вшиты в фундамент национальной культуры нашей страны. Все мы со школы знаем его произведения, но, к сожалению, замыливается образ самого писателя благодаря тому, что мы все читали его, и для нас этот образ привычный, кажется, с детства. Нам хотелось повернуть ракурс восприятия Льва Толстого. Причем мы смотрим сквозь призму восприятия художников. То есть это гениальные произведения гениального человека. Интересная экспозиция еще тем, что здесь представлена личная переписка. Это уникальные документы, свидетельства вот этого человеческого общения между писателем и художником. Вторая причина – это уникальная дружба двух музеев – Национального художественного музея Якутии и музея «Ясная Поляна», а также, конечно, Государственного музея Льва Толстого. На открытие выставки приезжал праправнук Льва Николаевича Владимир Ильич Толстой, который очень много делает как и для продвижения образа Льва Толстого на всей территории России, так и на продвижение музейного дела в принципе. Он очень любит Якутию, не раз здесь был. Ну и третья причина – это связь Льва Толстого с Якутией, с нашим первым врачом, который получил блестящее образование, Сокольниковым. Мы все знаем эту трогательную историю дружбы великого писателя и нашего земляка, который способствовал и провожал жен и детей духоборов в суровую Якутию. Здесь мы можем увидеть картину Эдуарда Иосифовича Васильева «Сокольников у Толстого». Прокопий Сокольников 2 раза встречался со Львом Толстым в 1898 году и в 1902 году. Лев Толстой попросил его сопровождать семьи ссыльных духоборов сюда, до Якутии. Вот обратите внимание, на картине Прокопий Сокольников сидит в такой позе. Мы понимаем, что он принял решение, и он понимает, что ему предстоит сделать, какой трудный путь он должен будет совершить. И вот эти белые окна, а за окнами зима, они как бы создают вот эту атмосферу его решимости с одной стороны, и с другой стороны как бы предполагают тот дальнейший путь, который ему предстоит сделать. Такое интересное художественное решение вот принял Эдуард Васильев в этой картине. Толстой представлен в позе, в своей любимой классической позе, руки за пояс. Мы уже тоже чувствуем, что он очень много высказал наболевшего Прокопию Сокольникову, ведь Лев Толстой сопереживал семьям духоборов. Хотя духоборы – это была запрещенная в России секта, но они отказывались служить в царской армии, отказывались брать в руки оружие. И это Льву Толстому очень импонировало, потому что сама философия писателя была очень во многом близка философии духоборов в отношении именно несопротивления злу, не брать в руки оружие, сохранять мир в мире любой ценой. И когда состоялась вторая уже встреча в Ясной Поляне, Лев Толстой был, конечно, очень благодарен ему, подарил на память свою фотографию, с которой был выполнен портрет нашим первым якутским иконописцем Иннокентием Сивцевым Итайкы. И этот портрет сейчас хранится в Чертёхском государственном музее. 2 великие личности стоят в кабинете. Мы сегодня это понимаем, и Лев Толстой, и Прокопий Сокольников, они едины в отношении к человеку, едины в вопросах милосердия и любви к человеку. Эта экспозиция с Государственного музея Льва Николаевича Толстого посвящена его дружбам, его крепким отношениям с великими русскими художниками. И вот здесь находится просто удивительный шедевриальный портрет
художника Николая Николаевича Ге, портрет Льва Толстого в его рабочем кабинете в Хамовниках, где он с натуры писал Льва Николаевича. Конечно, Лев Николаевич вообще не любил позировать. Это было очень сложно уговорить его. Единственные святые минуты, когда это можно было сделать, это за работой. Он глубоко погружался, он забывал о присутствии художника в кабинете. И вот здесь, конечно, Николай Ге запечатлел его. Вообще критика встретила не столь радужно этот портрет. Писали, что где же глаза великого писателя, почему мы должны лицезреть его затылок. Ну, Николай Ге сделал своего рода переворот в жанре портрета, потому что вот это освещение руки, лица Льва Толстого, он сумел выразить через этот цвет полное погружение в научный литературный труд. И мы прекрасно чувствуем атмосферу кабинета, состояние писателя, даже если не видим его глаз. Николай Ге был человеком, которого можно назвать толстовцем. Толстовцы – это люди, которые полностью приняли учение Льва Толстого и подражали, следовали за ним во всем. Он стал вегетарианцем, отказался от рыбы и мяса, стал одеваться в такую же простую одежду, как и Лев Николаевич. Все их взгляды, научные и религиозные, настолько совпадали, что Лев Толстой говорил: «Если меня нет, спросите у Николая Ге, он ответит точно так же, как и я». Это была очень самая действительно настоящая крепкая дружба и единство во всем. Лев Николаевич, который вообще не любил позировать, он лично сам приезжал в мастерскую Павла Трубецкого и позировал ему. И вот на фотографиях мы здесь тоже видим как раз, как он работает и ваяет писателя. На выставке представлены две работы: Лев Толстой на коне и вот поясной такой бюст, да, которые в 1900 году на Всемирной выставке в Париже всеми членами жюри были единогласно оценены и получили высокую оценку. Работы Павла Трубецкого – это уже не совсем академическая скульптура. Он импрессионист в скульптуре, если так можно сказать. Он очень эмоционален, он лепит и ваяет человека. Такое ощущение, что металл хочет раствориться с воздухом. Поэтому появляются какие-то интересные штрихи, такие, знаете, как будто какой-то некий химический процесс происходит в таких вот разных текстурах скульптуры и воздуха окружающего. В Ясной Поляне была конюшня. Лев Николаевич очень часто прогуливался верхом, и Трубецкой тоже обожал такие прогулки, за которыми они вели очень интересные беседы об искусстве, о скульптуре. Лев Николаевич, несмотря на то, что не любил посещать какие-то шумные мероприятия, да, даже концерты классической музыки, выставки, все-таки делал это. И вот на одной из передвижных выставок, когда он рассматривал картины, там же присутствовал художник Леонид Осипович Пастернак, который тут же, достав карандаш и бумагу, которые у него были в кармане, сделал первые наброски Льва Николаевича. И вот с этой передвижной выставки началось их знакомство, которое переросло, можно сказать, в дружбу, крепкую дружбу, потому что в будущем Леонид Пастернак стал одним из самых известных иллюстраторов романов Льва Толстого. Это «Война и мир» и роман «Воскресенье». Вообще Леонид Пастернак незаслуженно забыт зрителям. Больше знают его известного сына Бориса Пастернака, автора романа «Доктор Живаго». А Леонид Пастернак – это вообще русский первый художник-импрессионист, который работал чувствами.
И несмотря на то, что он эмигрировал в Великобританию и оставался там до конца своих дней, здесь, в России, его иллюстрации остались самыми лучшими и даже не были запрещены к изданию. И сам Лев Николаевич Толстой очень ценил именно его работы к своим романам. Здесь на выставке, вот, например, представлены работы Пастернака, да, Лев Толстой в кругу семьи, или вот Лев Толстой читает газету, и они действительно, ну, по-настоящему очень такие эмоциональные. Мы не видим лиц героев этих портретов. Мы даже не сразу понимаем, кто сидит на дальнем плане, но мы чувствуем атмосферу вот этой вот уютной ясной поляны, атмосферу этой усадьбы, где очень крепки семейные узы Толстых, где очень много времени проводится в беседах об искусстве, за роялем, где музицируют, играют в карты, читают. И вот эту как раз-таки атмосферу передает Леонид Пастернак. В этом-то и заключается суть импрессионизма, его главные задачи, да, показать не натуру дотошно и досконально, а передать атмосферу, эмоции. Дружба Льва Толстого и Ильи Репина сослужила огромную, важную такую роль для русского искусства в целом. Это была дружба, которая длилась 30 лет. 30 лет взаимоуважения, такого чуткого друг к другу отношения. Настолько чуткого, что Илья Репин очень долго, 7 лет, не решался взяться за кисть, чтобы писать Толстого. И вот только когда прошло столько времени, он выполняет первые портреты Льва Толстого, которые сейчас находятся и в Третьяковской галерее, и в Русском музее. Опять же, мы вспомним, что Лев Толстой не любил позировать, даже Илье Репину. Но мы помним, что Лев Толстой в своей идее о том, что физический труд должен присутствовать в жизни каждого человека, постоянно пахал землю. Да? Он ходил пахать землю крестьянки Анисии Копыловой. И вот в это время однажды Илья Репин и попытался зарисовать великого графа. И вот он бегал вокруг него, пытаясь поймать эти минуты, и даже попробовал сам пахать землю после Льва Толстого, когда он присел отдохнуть ненадолго, и понял, что это очень тяжелый труд. А иногда Лев Толстой это делал на протяжении 6 часов, так увлекался. И вот этот рисунок, сначала карандашный, пашущий Лев Толстой, настолько резонировал в русском обществе, что образ пашущего графа стали изображать на сувенирной продукции, на открытках, на календариках. Илья Репин написал более 30 портретов, рисунков Льва Толстого. Какие-то они не закончил, вот здесь представленные карандашные рисунки незаконченные. Какие-то он написал уже после его смерти. Вот, например, портрет «По ту сторону жизни» он написал уже в 1912 году, когда Льва Толстого уже не было, и совершенно в таком новом ключе для художника. У самого Ильи Репина уже отнялась правая рука, и он написал этот удивительный портрет левой рукой, не рабочей своей рукой. Лев Толстой «По ту сторону жизни», там где-то в райских кущах, где уже его не волнуют сложные вопросы, на которые он часто сам не находил ответа, которыми он перемучился вот всю свою жизнь, особенно в 80-е годы, когда с ним произошел глубокий духовный кризис. Когда он пересмотрел вообще все понятия, да, человеческой жизни, морали, философии, религии. И вот это все в позе Льва Толстого на этом портрете передал, конечно, Илья Репин. Краски портрета совершенно не характерные для кисти художника, очень пастельные, нежные, розовые, голубые тона.
Посещал Ясную Поляну и очень часто известный скульптор Илья Гинзбург. Илья Гинзбург – академик художеств. Многие отмечают скульптуры Гинзбурга как приукрашенные, что скульптор улучшал, да, внешний вид, там, одежду того, кого он изображал. Но на самом деле Илья Гинзбург был таким, знаете, документалистом, дотошным. Он был скрупулезен в деталях. Вот, например, образ Льва Толстого за столом, подогнув ножку. Писатель погрузился в труд, обо всем забыл. И если рассмотреть ее внимательно, мы видим все до каждой детали, до каждого предмета, что стоит на столе, как он держит перо, какие у пера перья, кончик сапога там. Поэтому и Гинзбурга и называли фотографичным скульптором или скульптором даже фотографии. Вот настолько он был предан деталям. Или вот Лев Толстой в своей любимой позе. Руки за пояс. Вот таким мы его видим часто и на фотографиях, и на прогулке в лесу, о чем-то задумавшись. Он стоит в своей любимой простой блузе, рубашке, которую часто ему сама сшила Софья Андреевна Толстая, и по его заказу вставляла карманы, где это необходимо для ручки, для бумаги, для карандаша. Это 1908 год, когда Лев Николаевич был очень тяжело болен. И все считали, что наступили последние его дни. Ему предоставили виллу в Крыму для того, чтобы он там лечился. И здесь Лев Толстой читает свой рассказ «После бала». И за чтением вот этого рассказа, такого тоже очень драматичного, Илья Гинзбург и запечатлел писателя. Лев Толстой вступал в дружеские отношения с художниками, да, со скульпторами, но не всегда они были дружескими, не всегда он близко подпускал к себе человека, но сам художник был настолько пленен личностью Толстого, что в итоге рождалась скульптура. И вот сейчас как раз мы поговорим о Анне Семеновне Голубкиной, которая всего лишь один раз встретилась со Львом Николаевичем Толстым. И вот эта встреча так ее поразила. Она была настолько поражена, конечно, глубиной личности Толстого, что родилась ее «Лебединая песня», как ее называют, портрет Льва Николаевича Толстого. И ведь надо еще сказать, что встреча эта закончилась далеко не дружелюбно, потому что Голубкина была из простой крестьянской семьи. Она всей душой приняла Великую Октябрьскую революцию, которая гласила о том, что зло в мире нужно побеждать кулаком. Лев Николаевич такую позицию, конечно, принять не мог. Его теория непротивления злу насилием была прямо противоположна мыслям Анны Голубкиной. Поэтому их разговор закончился на такой натянутой ноте. Анна вышла из комнаты и хлопнула дверью. Когда она во второй раз приехала в Ясную Поляну, Лев Толстой к ней не вышел, сославшись на то, что он себя плохо чувствует. Уже прошло более 20 лет, когда Анна Голубкина решилась воять портрет Толстого. «Толстой как море», — говорила она, а глаза у него как у затравленного волка. И представляете, она 5 раз переделывала свою скульптуру, и всеми вариантами она была не удовлетворена. И последний, 5-й, тоже ее не удовлетворил. И кто знает, возможно, мы бы его сегодня не увидели, если бы неожиданная смерть художницы не помешала ей ее уничтожить. Перед нами уже 5-й вариант. Конечно, здесь Толстой действительно представлен такой глыбой, океаном, безбрежным морем, в котором заключено все. И великие мысли, великие убеждения, его сила, его гениальность действительно океанического такого масштаба. 48 лет спутником Льва Николаевича Толстого была его неизменная супруга Софья Андреевна Толстая, Берс, в девичестве Берс, которая родила ему вообще 13 детей.
в живых, выросших до зрелого возраста и давших потомство будущее, Толстым выжило 8 детей. Она была его не только спутником, она была его секретарем. Она очень внесла большой вклад в литературное наследие Толстых. Денно и ночно она переписывала, правила его тексты, при том всем, что у них было столько детей. Все хозяйство Ясной Поляны было на ней, все многочисленные гости. И, конечно, она была вообще уникальным фотографом. Если бы не фотографии Софьи Андреевны, история потеряла бы много ценных кадров, которые, вот многие из этих фото присутствуют здесь, в этом зале. Одна из этих интересных фотографий, Лев Толстой вот сидит на скамеечке, и рядом стоит старшая дочь. 3 дочери было у Толстых, самая старшая – это Татьяна Толстая, в замужестве Сухотин. Из всех детей Татьяна была самой талантливой в живописи. Она закончила Московское училище живописи, ваяния, зодчества, получила профессиональное образование живописца. И Илья Репин, который часто присутствовал в Ясной Поляне, в кругу семьи, говорил, что ты, Танечка, создана для искусства, ты должна стать художником. И так считал не только Илья Репин. Сам Лев Толстой вообще в этом плане был очень трепетен и говорил: Таня, посвяти свою жизнь живописи. Она создала почти 40 портретов своего отца, карандашных рисунков, акварельных, живописных. И один вот самый тоже такой яркий портрет отца она создала с портрета кисти Ильи Репина. То есть она сделала точную копию этого портрета, но как она это сделала? Талантливо, как настоящая портретистка. Илья Репин очень оценил эту работу, оценил и вознес свои похвалы ей. Лев Толстой здесь сидит с книгой в руке. Мы видим его очень зоркий, глубокий взгляд. Это уже состоявшийся писатель. Уже вышли в издательствах все его золотые романы. Это «Война и мир», и «Анна Каренина», и «Воскресенье», «Золотой Толстой». И вот именно такого великого отца, гениального отца Татьяна показывает на этом портрете. Он был не только писателем, философом и педагогом, он был вообще прекрасным музыкантом. В зале мы включаем классическую музыку, которую любил слушать Лев Толстой. Это и Шопен, и Чайковский, но мало кто знает, что ведь он еще и сам написал музыку, которая сегодня называется «Вальс Льва Толстого». И мы ее включаем, и люди просто в восторге. Выставка раскрывает такого, знаете, многогранного Толстого. Он же был очень подвержен простым вещам человеческим. Очень любил, например, играть в карты. Радовался как ребенок, когда выигрывал в шахматы, когда проигрывал, чуть не плакал. Его вот эта прекрасная семейная жизнь раскрывается тоже на этой выставке. И дети, и супруга, и фотографии. Вот эту вот сторону жизни писателя открывают. То есть выставка как бы полностью погружает зрителя в атмосферу семейную и творческую вот Льва Толстого, Ясной Поляны. И мы хотим напомнить, что выставка работает у нас до 26 апреля, но на самом деле это не так много. Надо успеть ее посетить, и лучше это сделать с экскурсией, потому что именно экскурсовод сможет затронуть все такие тонкие моменты выставки. Приходите, и я уверена, вы получите большое, огромное удовлетворение и наслаждение высоким искусством.